Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. В декабре 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции. Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также частей Черного и Азовского морей. И ситуация с правами человека в оккупированном Крыму и Севастополе. Часто люди задают вопросы, какое значение имеют резолюции Генеральной Ассамблеи ООН? Нужны ли данные резолюции, ведь все равно Россия их не исполняет. Об этом поговорим в 52-м выпуске блога Liberate Crimea. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН – это акт ООН, в принятии которого участвуют все страны-члены, а для утверждения при голосовании необходимо большинство голосов. В отличие от решений Совета Безопасности ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, а носят рекомендательный характер. При этом ни одна из стран не может наложить на них вето. Однозначно, резолюции Генеральной Ассамблеи имеют больше морально-политическое значение и, конечно же, оказывают важное влияние на имидж государства, в отношении которого они принимаются. С начала оккупации Крыма и попыткой его аннексии России с 2014 года были приняты 9 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Давайте проанализируем данные резолюции и динамику их рекомендаций. Итак, первая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН была принята 27 марта 2014 года и состоит из 6 пунктов. Генеральная Ассамблея подтверждает территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, призывает все государства отказаться и воздерживаться от действий, нарушающих территориальную целостность Украины, заявляет о незаконности крымского референдума и призывает не признавать изменение статуса Автономной Республики Крым и Севастополя на основе референдума от 16 марта. Вторая резолюция была принята через 2 года и 9 месяцев, 19 декабря 2016 года, и состоит из 6 пунктов. Осуждает дискриминацию жителей оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, принудительный призыв на службу в вооруженные силы Российской Федерации, вопреки Женевским конвенциям, призывает Россию немедленно освободить украинских граждан, незаконно задержанных и осужденных, отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией, немедленно начать в полном объеме сотрудничества с Управлением Верховного комиссара по правам человека, ОБСЕ и Советом Европы по вопросу о положении прав человека в Крыму, предоставить международным правозащитным механизмам беспрепятственный доступ в Крым, а Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить специальный тематический доклад о положении в области прав человека на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. Благодаря данной резолюции впервые в официальных документах ООН Россия была признана страной-оккупантом, а Крым и Севастополь временно оккупированными территориями. Документ подтверждает территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает попытку аннексии. Третья резолюция была принята ровно через год, которая настоятельно призывает Россию выполнить 12 рекомендаций. Незамедлительно положить конец всем нарушениям прав человека в отношении жителей Крыма, обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией, обеспечить беспрепятственный доступ международных миссий и правозащитных организаций в Крым. В 2018 году Генеральная Ассамблея принимает уже 2 резолюции по Крыму. Одна по милитаризации полуострова, а вторая о положении прав человека в Крыму. Резолюция по милитаризации состоит из 9 пунктов. В документе подчеркиваются угрозы безопасности, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы. Впервые звучит прямой призыв к России немедленно вывести из Крыма свои войска и безотлагательно прекратить его оккупацию. Впервые резолюция отмечает, что Россия нарушила Будапештский меморандум от 1994 года. В резолюции отмечается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и обеспокоенность прогрессирующей милитаризации полуострова и прилегающих морских районов. Упомянуто о нападении на украинские корабли как иллюстрацию агрессивных действий России. Призывает Россию не препятствовать свободе судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. А резолюция о положении прав человека в Крыму состоит из 15 пунктов. В
впервые отмечает фамилии политузников Олега Сенцова, Владимира Балуха и Мирусина Куку, осуждает продолжающееся пренебрежение России Устава ООН и международного права, включая обязанность уважать украинское законодательство и права всех гражданских лиц. Осуждает усилия России узаконить аннексию Крыма, в том числе навязывание российского гражданства и проведение незаконных выборов. Призывает отменить решения, запрещающие культурные и религиозные учреждения, неправительственные и правозащитные организации и СМИ. Восстановить реализацию прав этническими общинами в Крыму, в частности украинцами и крымскими татарами, включая право на культурные мероприятия. Призывает все международные организации использовать формулировку «Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные Российской Федерацией». В 2019 году Генеральная Ассамблея также принимает две резолюции по Крыму. Одна по милитаризации полуострова, а вторая о состоянии прав человека в Крыму. Резолюция по милитаризации полуострова состоит из 18 пунктов, которая отмечает обеспокоенность использования образования детей в Крыму для их подготовки к призыву в российские вооруженные силы, а также использование России захваченных ею предприятий украинской военной промышленности в оккупированном Крыму. Призывает Россию воздерживаться от распространения своей юрисдикции на ядерные объекты и материалы в Крыму. Прекратить призыв жителей Крыма в свои вооруженные силы. Призывает к переговорам по освобождению России всех незаконно задержанных украинских граждан. Осуждает поездки российских должностных лиц в оккупированный Крым, в том числе в связи с проведением военных учений. Призывает все государства, а также международные организации воздерживаться от поездок в Крым, не согласованных с Украиной. Призывает все страны сотрудничать с ООН для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма и воздерживаться от какого-либо взаимодействия с Российской Федерацией, несовместимого с этой целью. А резолюция, посвященная ситуации с правами человека на полуострове, требует прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности, представителей гражданской инициативы «Крымская солидарность», осуждает призыв в вооруженные силы Российской Федерации и криминальное преследование призывников, требует немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину. Призывает международное сообщество осуждать нарушение России прав человека как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Вернемся к резолюциям сего года. В третьей резолюции по милитаризации появились новые элементы. Незаконный захват и контроль России над бывшими ядерными объектами, нарушение стабильности международных режимов верификации и контроля над вооружением, продолжающийся призыв жителей Крыма в вооруженные силы России, включение крымских учебных заведений в систему российского военно-патриотического образования, строительство военных кораблей, проведение военных учений, а транспортный проект Таврида обозначен как инструмент продолжающейся милитаризации полуострова. А пятую резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму и девятую о попытке аннексии Крыма России уже окрестили как усиленную. Резолюция четко констатирует нелегитимность органов и должностных лиц Российской Федерации в Крыму, невыполнение России международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права, использование России пандемии COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, подрывную хозяйственную деятельность Российской Федерации, которая истощает природные ресурсы временно оккупированного Крыма, блокирование России доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав, препятствие сохранению национальной идентичности граждан. В резолюцию впервые включен термин «гражданские журналисты». А также Генеральная Ассамблея ООН призывает Россию обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий. Как видим, в каждой из этих резолюций появляются все новые и новые требования, которые особенно важны для защиты наших граждан на оккупированном полуострове и безопасности всей Европы
и Черноморского региона. Напомню, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН имеют больше морально-политическое значение и, конечно же, играют огромную роль в продлении и усилении санкций в отношении государства-агрессора. Кстати, в этом году мы стали свидетелями, как почти через 30 лет Азербайджан все-таки освободил большую часть оккупированных территорий. Однозначно, в разрешении территориальных конфликтов огромную роль играют как военные, так и политические процессы. Причем они тесно связаны между собой. Ведь свои военные операции по освобождению территорий Азербайджан четко сопровождал политическими, опираясь на международные документы, принятые ранее. Сможет ли Украина применить данные резолюции в деоккупации Крыма? Поживем увидим. Важно, чтобы Крым был освобожден мирным путем. Боритесь за Крым, боритесь за Украину. Чем больше людей будут знать правду о Крыме, тем быстрее мы его освободим. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч.